продолжаем эфир радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская, и к нам присоединяется в эфир крымско-татарский активист из Крыма Заир Смедля. Заир ага, добрый вечер. Добрый вечер, салям алейкум. Расскажите, пожалуйста, как отмечают Курбан-Байрам в Крыму в этом году, в частности, и на фоне пандемии коронавируса? С утра в 6 часов, в основном в мечетях Крыма прошли праздничные молебны. Люди пришли в масках, не все, конечно, но большинство там были в масках, старались соблюдать эту дистанцию там, где это было возможно. После завершения праздничной молитвы, традиционно посещали кладбище, могилы усопших родственников, близких. И дальше уже поздравляли с праздниками родных, близких, приносили угощения, сладости, кофе традиционные. Каких-то крупных таких мероприятий не проводилось. И, скажем так, за последнее время часть тех ребят, которые в свое время организовывали массовые такие празднества, к сожалению, оказались внесены в список так званых террористов и сейчас находятся в местах лишения свободы. Поэтому, скажем, таких крупных каких-то праздников для детей, все это уже в этом году мы не наблюдаем. Я к слову, хотела у вас и расспросить относительно того, как изменилось празднование, начиная с 2014 года, возможно, даже на протяжении нескольких последних лет. Поэтому, если вы можете, расскажите, пожалуйста, подробнее то, о чем вы сказали. Я так понимаю, речь идет о фигурантах так называемых дел Хизбут-Тахрир в Крыму. Да. Я еще забыл такую важную деталь этого праздника. Курбан-Байрам, то есть в этот день приносятся в жертву животные, там баран, корова, бык, верблюдов у нас нет, поэтому традиционно вот эти барашки, коровки, бычки приносятся в жертву. Потом мясо этих жертвенных животных делится на 3 части. Одна раздается соседям, близким, одна часть нуждающимся, и 3-ю часть уже хозяин волен распоряжаться, так как хочет, может оставить себе, может точно так же раздать малоимущим, что в принципе постоянно делается. В этом отношении традиция соблюдается сегодня. И в последующие дни праздника будут приноситься в жертву эти жертвенные животные и раздаваться их мясо неимущим. Заир ага, простите, пожалуйста, я вас перебью. Почему? Потому что мне кажется, что для тех слушателей, которые не посвящены в эти тонкости, вот этот момент с тем, что приносят в жертву животное, он может быть самым таким пугающим. Вы могли бы объяснить, в чем символизм этого действия, для чего это делается? Я скажу так, что это, в принципе, аналогия, если и в библейском писании, тоже, когда пророк Моисей, по-моему, или нет. Я сейчас когда у пророка не было детей, и он обращался к Всевышнему, просил, чтобы он не спасал ему сына. Так случилось, что у него жена забеременела, родился сын. Но взамен его попросили принести в жертву самое, что у него есть любимое и дорогое. И через некоторое время Господь обращается к нему: ты готов исполнить ту клятву, которую ты дал? То есть он говорит: да, готов. А что
принести в жертву там свое самое дорогое и любимое. Говорит, ну, там того жеребца или этого верблюда. Нет, что у тебя еще больше, дороже и любим? Единственного моего сына, говорит, раз я дал клятву Богу, значит, я ее должен соблюсти, должен принести в жертву своего сына. И когда он объяснил сыну и хотел принести его в жертву, в тот момент, когда, скажем, должен был совершить эту жертву, в кустах появляется агнец, ягненок. И Всевышний ему говорит: я вижу, что ты стоек в своих обещаниях и клятвах, поэтому не нужно никаких человеческих жертв. Вот достаточно в этот день в знак наш, как говорится, приносить в жертву жертвенных животных. Вот это ягненок там. И вот с тех пор в этот праздник приносятся в жертву жертвенные животные. Поняла. Да, я вот буквально один еще хотела успеть задать вопрос. Это как раз вопрос относительно того, как изменилось празднование Курбан-Байрама, начиная с 2014 года. Немножко вы начали уже об этом говорить, но, возможно, есть еще какие-то особенности. Я говорю, что раньше, помимо вот тех вот обязательных ритуалов, праздничная молитва, намаз, посещение кладбища родных, близких, жертвоприношение и раздача мяса жертвенных животных малоимущим соседям. Помимо этого еще были другие мероприятия. Это массовые детские гуляния, когда устанавливались там воздушные горки, там еще качели, устраивались соревнования, куреш, там различные другие соревнования, там перетягивание каната, еще. То есть были массовые гуляния, которые организовывались для детей. Вот так произошло. Я говорю, что часть тех ребят, которые раньше были организаторами вот этих праздничных мероприятий для детей, сегодня их обвиняют в терроризме, и они находятся кто в следственном изоляторе, от следственного, некоторым уже даже и вынесли приговоры. Огромные сроки, их обвиняют в терроризме, попытки захвата государственной власти и все остальное. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был крымско-татарский активист из Крыма Заир Смедля. Мы расспросили у него непосредственно, как на полуострове отмечают сегодня этот праздник. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии говорим сегодня о таком большом мусульманском празднике Курбан-Байрам. Сегодня его отмечают, и в связи с этим несколько новостей. Мы упомянули о том, что накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил правительству Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса ряду религиозных праздников, среди которых, в частности, и Курбан-Байрам, и Араза-Байрам. И я вижу, что на вот эту новость как раз довольно-таки много реакций у нас в социальных сетях. Вот если как раз процитирую сейчас один комментарий у нас из-под Facebook-трансляції. Пише пользователь Павло Кишинський: коли вирішують такі питання, то неважливо, чи ви голосували за нинішнього президента, чи ні. В даному питанні його підтримую. У нас багатонаціональна країна, немає значення, якої ти віри, я православний, але дід з боку матері був католиком, а ще я з великою повагою відношусь до іудеїв, до мусульман, а ще був знайомий з буддистами. Всі ці люди дуже хороші, тому будемо людяними и толерантными у всему. Вот такой комментарий. Напоминаю нашим слушателям, что есть возможность оставлять комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляцией. И отмечу также, что рассказали немного мы сегодня о том, кто какие поздравления по случаю сегодняшнего праздника озвучивал. К нам присоединяется по телефону глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы в своем поздравлении по случаю праздника отметили, что мусульмане Украины, вот процитирую сейчас, ответственные граждане независимого украинского государства. И я хотела бы попросить вас рассказать немного о том, как, по вашим наблюдениям, изменилась судьба крымских мусульман, крымских татар в особенности, да, начиная с 2014 года, как в Крыму, так и на материковой части Украины. Я думаю, что здесь многие граждане Украины, они наблюдают воочию все те процессы, которые происходят и в оккупированном Крыму, и на материковой Украине. Если попытаться сказать очень коротко, то в оккупированном Крыму религиозная жизнь людей, и независимо от того, это мусульмане или люди, которые исповедуют иные религии, за исключением православной церкви Московского патриархата, все верующие всех конфессий находятся под тотальным контролем ФСБ. Этот контроль, он осуществляется в виде прямых контактов и взаимодействия, ну, как опека со стороны спецслужб с служителями и в исламе, и в других религиях. Есть течения в христианстве и в исламе, которые объявлены экстремистскими, и последователи этих течений, это, если мы говорим о христианстве, это свидетели Иеговы, а если мы говорим об исламе, то это представители политической партии Хизб ут-Тахрир. Они законом Российской Федерации, который сейчас распространяется и на оккупированный Крым, признаются экстремистами и преследуются, и получают очень большие сроки. Что касается материковой Украины, здесь принципиально такого вот что-то, знаете, того, что не было раньше, а теперь стало, такого нет. Можно сказать, что намного заметнее стало большее внимание друг к другу людей украинского общества и людей разных вероисповеданий, разных национальностей друг к другу. Но это я объясняю, собственно, длящейся уже более 6 лет войной. На войне, там, на фронте, где сдерживается российский агрессор и сдерживаются бандиты, которые пользуются поддержкой российской армии, там им противостоят украинские воины разных национальностей, разных вероисповеданий. Они там вместе защищают Украину, и это вот единение, оно, в общем, чувствуется и в целом в украинском обществе. Хотела бы расспросить у вас, возможно, вы сможете нам немного рассказать подробностей. На этой неделе прозвучала новость в интервью посла Турции в Украине относительно того, что уже все ближе и ближе то время, когда построят вторую мечеть. На этот раз она будет в центре Киева. Подробности посол не привел, но, возможно, вам что-то известно. Я так понимаю, что в данном вопросе и Турция, и крымско-татарский народ довольно-таки тесно общаются. Я могу сказать некоторые такие, но общие подходы, если хотите, параметры. Я бы сказал, что речь идет о комплексе, о культурно-духовном комплексе. И здесь акцентировать внимание только лишь на строительстве мечети, это не совсем правильно, но, видимо, для обывателя так более привычно для восприятия, отсюда потом, в общем-то, определяется, собственно, отношение людей. Но, смотрите, в связи, опять же, с оккупацией Крыма, которая длится уже более 6 лет, очень много людей были вынуждены, я просто акцентирую на этом, были вынуждены покинуть Крым, потому что по отношению
отношению к ним или членам их семей нависла прямая угроза их жизни, здоровью, а часть людей, которые просто были изгнаны из Крыма, и особенно это крымско-татарские политики, члены Меджлиса крымско-татарского народа, молодежь все продолжает пребывать. Вы знаете, вы и ваши, возможно, слушатели и зрители, те, кто смотрит вас в эфире, они знают о том, что мы делаем все, и особенно крымские татары, народ, который находится в условиях оккупации, делает все для того, чтобы максимально удерживаться в Крыму, не покидать Крым. Но, повторяюсь, жизненные обстоятельства, особенно тогда, когда есть угроза жизни, они всеми воспринимаются, исходя из своих индивидуальных особенностей. И поэтому сейчас на материковой Украине где-то 20-25 тысяч крымских татар. Количество крымчан, которые покинули Крым, намного больше. Я думаю, что это не менее 50, может быть, уже за 50 тысяч. И вы знаете, для нас, крымских татар, которые уже вот недавней нашей жизни, это в нашей жизни, то есть в жизни моего поколения и младше несколько людей, мы уже были в изгнании, мы 50 лет не имели школы, мы были разбросаны по всей Центральной Азии. Для нас возвращение в Крым это было надежда, это шанс на наше сохранение в этом огромном мире. Это надежда на возрождение нашей школы, которой мы не имели 50 лет. Наш язык был запрещен в советское время. И поэтому вот теперь уже новое изгнание части крымских татар. И, разумеется, для нас очень важно не просто сохранять связь с Крымом, но как сегодня я был вынужден маму 6-й раз уже с момента оккупации поздравлять с праздником по скайпу. Для меня это очень тяжело. И вы знаете наше отношение к нашим родителям. Я не могу ей поцеловать руки по скайпу. Я понимаю, кто в этом виноват. Но это то, что с нами случилось. А теперь то, что нам надо сделать, чтобы сохраниться, нам нужна школа. Нам нужны учреждения, которые позволяют сохранить нашу культуру, которую так по крохам сохраняли и удерживали наши старшие братья и родители в местах изгнания. И вот в этом культурно-духовном центре мы видим школу, мы видим некоторые галереи для демонстрации различных направлений культуры крымско-татарской, для деятельности различных коллективов. И, разумеется, на этой территории будет и мечеть. Сейчас все это находится уже на стадии, скажем так, детализации проекта. Мы очень надеемся, что этот комплекс будет введен в действие. И Киев не просто получит, я буду говорить, может быть, вот в таком тоне, как некоторые обсуждают вот эту новость. Киев не просто получит очередной храм, но Киев получит культурно-духовный центр, который будет служить и укреплению украинского независимого государства, поскольку этот центр сможет и объединять вокруг себя очень много аккредитованных в Украине дипломатов, бизнесменов, которые представляют и тюркский мир, и ближневосточный мир, то есть все то, что мы называем мусульманским миром, и то, что мы называем тюркской цивилизацией. Я очень надеюсь, что этот проект будет реализован. Поняла. Спасибо вам большое. Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии говорим сегодня о празднике Курбан-Байрам. Его как раз сегодня отмечают 31 июля не только в Крыму, но и на материковой части Украины. Вот действительно информация, на которую обратил внимание Исмаил Рамазанов в начале нашей программы, один из наших спикеров, это то, что по информации из открытых источников ислам в Украине
населения. Это вторая по численности верующих религия после христианства. Ну и это не только крымские татары. Нужно отметить, наверное, для тех наших слушателей, которые, возможно, не в курсе, речь идет также о турках, о чеченцах, о дагестанцах. То есть есть разные представители разных национальностей, которые исповедуют ислам. Говоря о том, как отметили Курбан-байрам сегодня в Крыму, наверное, можно упомянуть о том, что, например, движение «Крымская солидарность» на протяжении дня выкладывает сегодня видео встреч с семьями тех крымчан, которых и украинская сторона, и, например, Международный правозащитный центр «Мемориал» считают политическими заключенными. Речь идет о фигурантах так называемых дел Хизбут-Тахрир. Я напомню, что эта организация запрещена в России. И после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, такие дела, так называемые дела Хизбут-Тахрир, появились и в Крыму. Сами же крымчане, которые проходят по этим делам, это преимущественно крымские татары, это крымские мусульмане, они свою вину отрицают в таких делах, считают себя политическими заключенными. И вот сегодня представители движения «Крымская солидарность» навещали родителей или же других членов семей фигурантов этих дел. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Я напомню, что в аннексированном Крыму по случаю праздника Курбан-байрам выходной, а в то же время на материковой части Украины накануне 30 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что вот поручил он правительству Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса ряду религиозных праздников, в их числе Араза-байрам, Курбан-байрам, а также, например, Песах, Рош-Хашана, Ханука, это иудейские праздники, и Пасха христиан западного обряда. К нам присоединяется по телефону украинский религиовед, доцент кафедры богословия и религиоведения Национального педагогического университета Украины имени Драгоманова Денис Брилев. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы оцениваете предложение президента Украины Владимира Зеленского? Ну, можно сказать, что, в принципе, это предложение не новое, потому что остро в публичное пространство вышел вопрос о том, делать ли исламские праздники государственными. Это в 2017 году вышло, после того, как было католическое Рождество сделано государственным праздником. То есть сейчас ничего нового не происходит. Фактически те же самые аргументы, что поскольку есть уже государственные праздники религиозные, в то время как у нас позиционируется государство как все-таки светская держава, то было бы тогда уместно и представителям других конфессий, которые в Украине, по крайней мере, рассмотреть вопрос о возможности предоставления им равных прав другими гражданами Украины. Не противоречит ли такое предложение статусу Украины как светского государства? Ну, здесь тогда нам придется рассматривать и в контексте других праздников, то есть не противоречит ли наличие государственных праздников христианских статусу Украины как светской державы. То есть тут может быть два пути уравнивания в правах граждан Украины, либо путем приведения всех праздников, любых конституций имеющихся, то есть тогда отмена государственного статуса для других религиозных праздников, либо предоставление возможности представителям других конфессий каким-то образом также воспользоваться своими правами, религиозными правами. Поэтому здесь это скорее вопрос общественной дискуссии, и в этом плане как раз постановление президента Зеленского, оно достаточно сбалансированное, потому что фактически оно заключается в том, что поручить Всеукраинское Совет церквей и религиозных организаций Институту национальной памяти как раз этот вопрос разработать, изучить и вынести свои предложения, потому что в любом случае, если это будет закрепляться законодательно, это уже будет делать Верховная Рада.
Еще один вопрос буквально. Вот смотрите, с одной стороны новость о предложении президента Украины Владимира Зеленского, а с другой стороны еще на этой неделе опять звучала информация по поводу новой мечети, которую планируют построить в Киеве уже в ближайшее время. Я вижу, что одна и другая новость вызывают неоднозначные реакции. Есть много людей, которые поддерживают и то, и другое. Есть люди, которые говорят, ну, возможно, это не совсем правильно, кто-то вообще выражает совсем нетолерантные точки зрения по этой теме. Смотрите, как вот по вашему мнению правильно подготовить к таким решениям и их реализации не мусульманскую часть общественности? Ну, я думаю, здесь есть более-менее универсальный рецепт. Он касается не только этого вопроса религиозного, а и многих, большинства других вопросов, которые волнуют наше общество. Это прежде всего подобные вопросы чаще и более активно выносить в публичную плоскость, то есть формировать, воспитывать, развивать культуру диалога, гражданского обговорения, то есть обсуждения этих вопросов. И тогда, я думаю, многие вещи могут быть напряжения сняты. То есть, во-первых, если будут озвучены публично, вынесены в такую публичную плоскость те страхи, которые волнуют, например, противников подобных предложений, и те же мусульмане получат возможность публично ответить. То есть как-то либо опровергнуть, либо поправить, либо, может быть, сами столкнуться с тем, что на некоторые вопросы они не готовы дать ответ. Поэтому оптимальный вариант, на мой взгляд, это как раз гражданское, общественное обсуждение подобных вот инициатив, подобных вопросов, которые вызывают неоднозначную реакцию. Большое вам спасибо. Это был Денис Брилев, украинский религиовед и исламовед, кандидат философских наук. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы обсуждаем сегодня не только Курбан-Байрам, но и предложение, которое появилось на сайте президента Украины накануне. Речь идет об указе и предложении правительства Украины рассмотреть вопрос предоставления статуса государственных праздников таким праздникам, как Курбан-Байрам, а также, например, иудейским праздникам, таким как Песах. И мы перед эфиром связались с членом Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной политике, депутатом фракции «Европейская солидарность» Николаем Княжицким. Спросили его о том, каковы шансы, по его мнению, что предложение Владимира Зеленского будет одобрено, в частности, украинским парламентом. Это должно быть решено, в частности, и на этом уровне. И, по словам Николая Княжицкого, он инициативу поддерживает, но есть несколько моментів. Я думаю, так, звичайно, але нам тоді потрібно переглянути взагалі календар наших державних свят. Я не бачу нічого в тому, щоб свята представників різних релігій, народів, які сповідують тих, які проживають на Україні, були державними святами. Це абсолютно нормально, але тоді нам потрібно відмовитися від цілої низки свят, яких пов'язані ще скоріше з радянською традицією, тому що може просто економіка цього витримати. Хоча з точки зору справедливості, безумовно, цей підхід і правильний. И в частности, в разговоре с радио Крым Реалии Николай Княжицкий обратил внимание, что в Украине сейчас много государственных праздников, которые являются советским наследием. Их не планируют убирать из календаря, но могут лишить выходных дней. Питання не в святі, а питання в одному. Наприклад, 8 березня – це, безумовно, важливий день для жіночого руху і в історії боротьби жінок за свої права. Але це точно не день, коли там частина населення проводить його за алкоголем, наприклад, так? Або те саме стосується 1 травня, те саме стосується багатьох інших свят, які нам залишилися в спадок від радянської системи. Разом з тим треба дивитися з різноманітними релігійними громадами щодо того, як вони бачать це. Може, потрібно не загальнодержавний вихід робити, а дозволити людям, які сповідують цю релігію, наприклад, мати вихідний. Способів є багато різноманітних, і тут дуже важлива позиція самих релігійних громад. Наприклад, коли ми в минулому скликанні робили так зване католицьке Різдво, в день, коли відзначають Різдво, і католики, і протестанти вихідним днем, то це було їхньою ініціативою. Вони самі зверталися і самі про це просили. Тому мені здається, тут важливо враховувати все ж таки побажання самих громад.
Это был Николай Княжицкий, член Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной политике. Поинтересовались у него, каковы шансы у предложения Владимира Зеленского быть реализованным. Речь идет об инициативе предоставить государственный статус ряду религиозных праздников, среди которых и Курбан-Байрам, который отмечают сегодня. Эту часть программы мы заканчиваем. Через несколько секунд мы продолжим с обсуждением темы о пересечении административной границы. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». Продолжаем наш эфир. В студии для вас работает Елена Римовская. И в этой части нашей программы в ближайшие 15 минут мы поговорим о том, как сейчас выглядят условия пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью. Очень много нам приходит и писем, и звонков на автоответчик от наших слушателей по поводу каких-то даже самых мелких деталей. Поэтому я начну с того, что призову наших слушателей все-таки обращать внимание на официальную информацию, которая обнародована на сайтах профильных ведомств. Если речь идет о выезде с Крыма на материковую часть Украины и российских пограничниках, для этого заходите на сайт пограничного управления ФСБ России. Если речь идет о правилах, которыми занимается пограничная служба Украины, то, пожалуйста, заходите на сайт пограничной службы Украины, потому что нам очень много вопросов из тех, которые вы нам задаете, есть ответы непосредственно на этих сайтах. Я отмечу, что через несколько минут к нашему разговору присоединится представитель Госпогранслужбы Украины, но начну я все-таки с того, что напомню, как сейчас выглядят российские правила въезда из материковой части Украины в Крым. С 15 июля российские власти в Крыму отменили прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, которые пересекают административную границу между Херсонской областью и Крымом. Для въезда на территорию Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, который подтверждает отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более чем за 3 дня до прибытия на территорию Крыма. В случае отсутствия такого документа граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. В случае положительного теста на коронавирус лицо обязано пройти изоляцию. К нам не так давно, вот буквально на днях, позвонил слушатель из Крыма. Он оставил на автоответчике свой рассказ того, как он пересекал административную границу. Конкретно рассказал о том, какие требования выставляют российские пограничники. Давайте послушаем. Вы должны при себе иметь справку, документ о том, что вы сдали анализы на коронавирус в Украине, переведенную на английский язык. Если справка не переведена, она не действительна. Или должна быть справка на русском языке о том, что вы сдали анализы на коронавирус. Если у вас таковой справки не имеется при переходе границы, значит, вам выдадут направление для прохождения комиссии или сдачи анализов в Республике Крым, в городе Симферополе. Анализы это платные и стоят 1500 рублей. Во-вторых, простой украинец не может перейти границу административную. У него должны находиться в Крыму родственники, или он должен ехать в Крым по каким-то особым, условиям. Если он болеет, у него может быть документ, что он едет в пансионат отдыхать, или проживать в гостинице, у него должно быть забронированное место. Пограничники российские связываются с тем местом, куда едет данный гражданин, если он едет куда-то конкретно, и прозванивают, узнают, кто он этим людям. Если он родственник, то он должен быть прямым родственником, сыном, дочкой. Он не может быть племянником, он не может быть внуком. Это не прямые родственники. Непрямых родственников в Крым не пускают.
Момент, на который я хотела бы обратить внимание, много есть вопросов, можно ли просто заехать в Крым с украинским паспортом. Так вот, учтите, пожалуйста, наши слушатели, которых это интересует, если у вас украинский паспорт, то российские пограничники будут требовать от вас документально подтвержденные основания для въезда в Крым. Просто так въехать с украинским паспортом нельзя. И вот как упомянул наш слушатель, например, вы должны направляться к прямым родственникам, и вы должны документально подтвердить, что те люди, к которым вы направляетесь, являются вашими родственниками. Что касается украинских правил въезда-выезда с материковой части Украины в Крым, важная новость для наших слушателей. С 1 августа лицам, следующим на материковую часть Украины с территории Крыма, не надо проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Граждане, выезжающие из временно оккупированных территорий, это касается и Крыма, и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не подпадают под самоизоляцию, поэтому они уже не обязаны устанавливать программу «Дий дома», но не исключают в правительстве, что могут вернуть эту норму, если будут опять проблемы с уровнем заболеваний. К нам присоединяется в эфир помощник начальника Херсонского погранотряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов. Иван, добрый вечер. Доброго вечера. Значит ли это, что теперь украинские условия пересечения административной границы такие же, как были до карантинных ограничений? Или все-таки остаются какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание? Саме так, ви все правильно розповіли. Від завтрашнього дня вже не обов'язково самоізоляція і, відповідно, не потрібно встановлювати додаток «Дій дома» для громадян, які перетинають адмінмежу з території окупованого Криму на материкову частину України. Єдине, що залишається, це інформація, яка стосується іноземців. Наразі усі іноземці, які прямують через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом, повинні мати при собі відповідний страховий полюс, в якому вказано, що він покриває лікування на COVID-19. Це єдине, що зараз залишилось, зміни, які були до карантину. А если это касается, например, граждан России, то есть ли какие-то нюансы относительно страхового полиса или тут нет никаких особенностей? Дивіться, усі громадяни, в тому числі і Російської Федерації, це є іноземці, і вони мають право законно потрапити на територію тимчасово окупованого Криму лише через материкову частину України. Тобто, якщо громадянин Російської Федерації прямує через материкову частину України в Крим, то в нього вже відповідно має бути цей страховий поліс. Якщо він буде повертатись назад в зворотному напрямку з Криму на материк, в нього цей самий страховий поліс вже буде. Якщо громадянин Російської Федерації прямує в Крим незаконно з території Російської Федерації, то таких громадян ми просто не пропускаємо і проставляємо їм заборону на в'їзд на територію України мінімум на 3 роки. У меня к вам есть еще буквально несколько вопросов от наших слушателей. Например, вот такой вопрос. Живу в Германии, имею украинский загранпаспорт, хочу поехать в Крым через административную границу. Пустят ли меня с этим документом? Прикордонники українські, так, звісно, пропустять на територію. Проблем у нас немає. Зараз усі проблеми лише є тільки у окупантів. Прикордонники на материковій частині України пропускають зараз так само, як і до карантину. Якщо у даного громадянина усі документи дійсні, то він може без проблем перетнути адмінмежу. Еще один вопрос от нашей слушательницы, которая написала нам на почту. Скажите, пожалуйста, при выезде из материковой Украины в Крым, а в скобках «живем в Крыму», как провести ребенка до 14 лет с мамой? Обязательно ли нужна нотариальная доверенность от отца? Или если ребенок будет вписан в загранпаспорт мамы, пропустят ли на украинской границе без доверенности? Якщо дана сім'я проживає наразі в Криму, і вони їдуть на материкову частину України, то дитина може прослідувати з одним з батьків без нотаріальної засвідченої довіреності. Але якщо вони зараз перебувають на території, на материковій частині України і хочуть повернутися в Крим, і якщо вони виїжджали до
лютого, то їм потрібна буде нотаріально завірена довіреність від одного з батьків. Без доручення ми пропускаємо тих дітей, які приїжджають з Криму на материк і з цим самим із батьків повертаються назад. В таких випадках доручення не потрібно. Вот для того, чтобы наши слушатели лучше понимали, куда они могут и могут ли они обратиться в пограничную службу для уточнения этих деталей, есть ли сейчас у Государственной службы Украины какая-то горячая линия, куда могут вот такие вот, например, и наши слушатели в том числе позвонить и уточнить свои какие-то формальности? Ви можете набрати сайт Державної прикордонної служби. В інтернеті він є в вільному доступі, там є номера телефонів гарячої лінії, у нас їх є багато, тому без питань можете звертатись або в Державну прикордонну службу, в адміністрацію Державної прикордонної служби, або на гарячу лінію Херсонського прикордонного загону, яку також можна взяти в інтернеті. Большое вам спасибо. Это был помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. В этой части нашей программы мы говорим о том, как сейчас выглядит пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью. Обращаю внимание опять наших слушателей, которые довольно-таки часто пишут и звонят нам по поводу пересечения административной границы, что есть официальные органы, которые за это отвечают, и у них на сайте, вот в частности, как и у Госпогранслужбы Украины, указаны все контакты, по которым вы можете позвонить и уточнить все детали, потому что часто редакция может быть просто не в курсе каких-то юридических нюансов, о которых вы спрашиваете. В то же время также обращаю ваше внимание на то, что есть целый ряд украинских правозащитных организаций, которые помогают в консультировании вот этих всех моментов, связанных с пересечением административной границы в условиях пандемии коронавируса. Действительно, существует ряд ограничений. Я напомню, что с 1 августа несколько меняются украинские правила въезда-выезда между Крымом и Херсонской областью. Следующим на материковую Украину с временно оккупированных территорий, в частности из Крыма, не нужно будет уже проходить 2-недельную самоизоляцию, не нужно устанавливать программу «Дей дома». Правила будут почти такими же, какими они были до введения карантинных ограничений, тогда вот в марте этого года. Кроме того, нужно учитывать, конечно же, и моменты, которые связаны с российскими правилами пересечения административной границы. Подробнее о них вы можете узнать на сайте пограничного управления ФСБ России, но отмечу, что с 15 июля российские чиновники в Крыму отменили прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, которые пересекают административную границу. Но есть один нюанс. Для въезда в Крым с материковой части Украины необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, который подтверждает отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более чем за 3 дня до прибытия на территорию полуострова. В случае отсутствия такого документа граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. Кроме того, я напомню тем нашим слушателям, которые въезжают в Крым с украинским паспортом, что недостаточно просто украинского паспорта для того, чтобы сейчас попасть на территорию аннексированного Крыма. У вас должны быть основания, которые подтверждают, что вам реально нужно в Крым. В частности, если вы едете к своим прямым родственникам, то должны быть доказательства того, что вы едете к своим прямым родственникам. В случае, если вы едете к каким-то двоюродным тетям, например, то не факт, что вас пропустят, а скорее всего и не пропустят. Поэтому будьте внимательны, ограничения, особенно со стороны российских пограничников, и далее присутствуют. Я же напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность не только звонить нам в прямой эфир, вы можете звонить нам и на автоответчик. Номер телефона такой же, как мы напоминаем все время на протяжении нашего эфира. Кроме того, заходите на сайт Крым Реалии, там есть форма обратной связи, вы там также можете связаться с редакцией радио Крым Реалии. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания, хорошего вечера.